Вынужденные переселенцы из Украины, поселившиеся в Северной Осетии, нуждаются в гуманитарной помощи. Это одежда, обувь и предметы первой необходимости. Неравнодушные к чужой беде люди помогают чем могут, но этого недостаточно. По-прежнему с беженцами работают психологи и врачи. Все люди прошли медицинское обследование, кому-то уже назначили необходимые процедуры. По словам медиков, серьезных проблем со здоровьем у людей нет. Ровно как и нет денег. Все сбережения, которые хранились на банковских картах, снять невозможно. Власти Украины заблокировали все счета, объявив этих людей сепаратистами. Остается неясной дальнейшая судьба переселенцев. Часть из них не исключает возможности остаться жить в Осетии, а многие до сих пор не знают о судьбе своих близких, которые остались на родине. Нету связи. 3 суток я не могу, связи нету. Я не знаю, что. На границе идут бои. На границах идут бои. Где они? Что они? Я не знаю. Я знаю, у нас связь. Мы садились в самолет, они были в Краснодоне. Поменяли деньги. В Краснодоне автобус отправлялся в 9 утра на Россию. Но сказали, навряд ли, что пересекут границу. В цирке на воде вновь настоящий аншлаг, но входной билет никто не спрашивает. Все представления – это подарок. Для детей из детских домов Алагира и Дурдура, малообеспеченных семей и детей-инвалидов организовали благотворительный поход в цирк. Инициатором выступил Сослан Хадарцев. Дирекция цирка в одночасье пошла навстречу. Для этого спектакля была подобрана уникальная труппа цирковых артистов разных жанров. Особенная публика осталась довольна выступлением. Цирк – это вообще, в принципе, праздник, это эмоции. И дети, которые как бы лишены этого всего, то есть мы всегда рады видеть у нас, чтобы они испытали эти эмоции, не чувствовали себя ущемленными в чем-то. То есть приятно видеть по окончании их лица, когда они получили эти эмоции, зарядились праздником этим. На 2 дня Дворец молодежи Северной Осетии превратился в огромный танцпол. Более 30 лучших танцоров из России и ближнего зарубежья бились за признание публики. Международный фестиваль по брейк-дансу и хип-хопу сплотил любителей танцевальной культуры. Сложные и завораживающие трюки – это результат упорных тренировок и многочисленных ушибов. Здесь нет возрастных ограничений. Главное – целеустремленность и любовь к танцу. В судейскую коллегию вошли авторитеты в брейкинг-сообществе, которые уже показали себя как на российских, так и мировых соревнованиях. Они оценивали пластику движений и оригинальность номеров. Первый раз на фестивалях в Владикавказе. Я здесь довольно-таки в прошлом был частым гостем и рад быть здесь в очередной раз. На факультете искусств СОГУ прошла защита дипломных работ. Будущие выпускники отделения изобразительного и актерского мастерства защитили свои картины и сценические выступления перед комиссией, в состав которой входили видные культурные деятели Северной Осетии и Москвы. Тематика работ разнообразная: сражающиеся олени, горный пейзаж, символизм и реализм, трагедия и комедия.